Millet ve zaman efirde saygılı seyircilerimiz, biz sizni selamlaymiz, vaqt şerifiniz mübarek olsun. Bugün biz periodik matbuat vasıtaları hakkında lahırdı edecekmiz ve bugün bizim birinci böyle subjetimiz, bu siklinin subjeti Голос Крыма Нью adını taşıyan, bizge endi yıllar devamında belli olan gazeta. Ve bugünkü bizim subjetimiz bu gazetanın baş muharriri Eldar Sevdikirov. Hoş geldiniz Eldar Bey. Sağ olun. İşte gazetanız bu yıl endi inşallah 26. doğum gününü kaydedecek. Yani 26 yıldan beri Kırım'da bu gazeta faaliyet göstermekte, yaşay okuyucularını kuvandırır. Nasıl oldu bu yıllar? Nasıl olup geçti? Ну, газета в августе месяце будет отмечать свое 26-летие. Срок, конечно, не маленький, потому что 26 лет, хоть это для истории какой-то миг, но в жизни народа это очень значительный период, тем более он совпал с массовым возвращением крымских татар на родину. Представьте, сколько событий в день происходит за неделю, и основные эти события зафиксированы на страницах «Голоса Крыма». Сколько людей, сколько деятелей, мнений, о каких только личностях не было написано, опубликовано материалов. И если бы вот в Средневековье были бы у нас такие источники письменные, или бы они сохранились до наших дней, мы бы имели описание очень богатой истории крымских татар. Но, к сожалению, не все эти источники до нас дошли. И вообще, было ли столь подробно описаны события тех минувших дней, лет? И поэтому здесь, оценивая значение «Голоса Крыма», так и других печатных изданий, нужно сказать, что выполнена колоссальная работа по фиксации событий, на основе которых в будущем будут писаться и научные трактаты, и защищаться докторские диссертации. Тираж ve abone olgan, yazılgan insanların sayısı stabil hala mı bu yıllar devamında? Нет. Тираж газеты, к сожалению, надо признать, сокращается. Вообще это было волнообразное такое явление, и своего пика газета достигала несколько раз, два раза, когда ее тираж поднимался почти до 13 тысяч. Но учитывая вот современные веяния, появление интернета, значит, стремление населения, скажем, к соответствующей информации, финансовые возможности. Все это, к сожалению, сужает деятельность печатных СМИ, и тиражи газет сокращаются. И в настоящее время у «Голоса Крыма» тираж составляет 3000 экземпляров. Abone olmak isteyen insanların işini nasıl alıp barasız? Yani bu abone etip kampanyası? Ну, во-первых, чтобы как-то повысить или даже сказать, удержать свой тираж, необходимы интересные материалы, публикации, которые бы население стремилось бы читать. Это зависит от, скажем, профессионализма самих журналистов, с другой стороны, и от финансовых возможностей издания содержать некое количество журналистов. Естественно, где финансы позволяют, можно привлекать профессионалов, и будет больше публикаций, интереснее публикаций. Когда этих возможностей нет, естественно, в этом плане и возможности у издания сужаются. С другой стороны, мы проводим встречи с нашими почитателями,
которые принимают активное участие в подписной кампании. Мы обращаемся к населению, чтобы и сами подписывались, и по возможности агитировали подписаться кто своих детей, внуков, соседей, родственников. Ну и таким образом вот проходят наши подписные кампании. К сожалению, «Голос Крыма» сегодня не располагает финансовыми возможностями, чтобы проводить, скажем, рекламную кампанию через другие СМИ. И надо сказать, что вот телеканал «Миллет» предлагает такую возможность, и я, как главный редактор, уже не первый раз выступаю в эфире вашего телеканала, где рассказываю о «Голосе Крыма». Bütün bu yıllar devamında hem siz baş müharrir olarak, hem kolektif, hem umumen gazeta bir riayet etken prinsipiniz var mı? Ну, есть журналистские стандарты международные, получение и распространение информации, баланс мнений, предельная по возможности объективность подачи информации. То есть происходят те или иные события, газета их преподносит как факт, но оценочные суждения у разных сторон могут, естественно, звучать и видеться те или иные события по-иному. Поэтому важно предоставлять вот такие различные точки зрения, чтобы материалы как-то балансировали, а читатель мог сам уже выбрать ту или иную точку зрения и придерживаться ее. Сегодня еще стоит задача такая, чтобы тот или иной материал не завел в тупик, чтобы была какая-то журналистская ответственность за те или иные публикации, потому что население по-разному воспринимает события, и можно, скажем, теми или иными установками привести его население к определенным действиям. И вот здесь журналисты должны для себя давать отчет в публикации тех или иных идей и призывов, которые могут иметь последствия. Böyle bir şunda fikirler yürü ki umumen insanlar az okumaya başladı. Siz bu fikrine razısınız mı? Естественно, мы эти проблемы видим, мы о них говорим, потому что, во-первых, меньше стали читать, во-вторых, изменилось, скажем, у молодежи своеобразное мышление, что ли. Сегодня редко можно увидеть, чтобы молодой человек взял книгу и зачитывался ею, вот лег спать и перед сном читает, засыпает с книгой в руках. Сейчас это больше с телефоном, где картинка, где коротенькая информация. Это, конечно, не классическая литература, это не философские трактаты. Onlar okuylar, onlar özleri aytalar yaş nesil, biz bir okuyumuz. Да, они информацию получают, но как они ее преломляют, как они ее перерабатывают и насколько адекватно идет восприятие тех или иных событий. Потому что анализ может делаться за счет знаний. Знания, они накапливаются веками. И если взять, скажем, политические процессы, которые происходят, они же не только сегодня возникли, такие же аналогичные процессы могли и 100, и 200 лет проходить. Тогда тоже люди жили, они были современниками тех событий. И эти процессы имели развитие, они имели последствия. И чтобы ориентироваться в сегодняшнем дне, надо знать прошлое, то есть как тогда происходило. Вот здесь, конечно, наблюдается та слабая сторона, о которой многие бьют тревогу, что получается, скажем, информация недостаточной степени именно со стороны анализа этой информации. Mına aytdınız analiz, bir mevzuna analiz tahlil etmek. Gerçekten bu şey son
büyük makaleni talap ете. Makale büyük kolemde olmak gerek. Ama kene de göremiz ki bizim yaşayışımız böyle tez. Şimdi herkes çapa, herkesin vakti az. Ve büyük kolemli materyallarını endi insanlar istemiyorlar okumağa. Her şey böyle kısa, konkret olacak. Ama siz aytkanınız gibi kene bu küçük, ufak kolemde bu analizini ken surette göstermek mümkün değil. Ну, каждому времени соответствует и темп жизни. И нельзя сказать, что вот сегодня такой темп, что просто нет времени взять и что-то читать. Потому что, видя, как, сидя за столом, молодежь, даже потребляя пищу, глазами полностью находится в своем телефоне, то она находит время, скажем, знакомиться с теми или иными материалами. Да, с другой стороны, надо признать, что более востребована короткая информация, особенно если это сопровождается какой-то красивой картинкой, иллюстрациями или видеоматериалом. Но опять-таки возвращаемся к тому, что полные знания все-таки дают материалы, в которых содержится анализ, в котором дается полная историческая справка, предшествующие события. И не воспринимая или не читая такого рода материалы, конечно, наносится ущерб в первую очередь себе. Ну а задача, скажем, «Голоса Крыма» – сочетать новостные материалы с аналитическими, с историческими, чтобы, опять-таки, конечно, при соблюдении баланса, но мы стремимся, чтобы наш читатель знакомился с различными жанрами. Заманеви журналист, sizin fikrinizce nasıl olmak gerek? Современный журналист, он что сегодня, что и вчера, и позавчера. То есть стандарты, они, конечно, жизнь их вырабатывает, они совершенствуются, но международное сообщество журналистов, вот, выработав определенные журналистские стандарты, в принципе, знакомясь с ними, придерживаясь их, конечно, можно идти в ногу со временем. Но журналист работает, пишет, он не сам по себе, он живет, он находится в обществе. В обществе существуют законы, которые общество обязано знать, соблюдать и придерживаться. Поэтому деятельность журналистов, она регламентирована законодательством, и важно, вот, соблюдая с одной стороны законы, с другой стороны быть максимально объективным и давать, скажем, своим читателям материалы, излагая факты и, опять-таки, соблюдать баланс вот этих оценочных суждений и комментариев. Коллективiniz hakkında laf edecek olsak, jurnalistler endi yıllar devamında sizi bakamız stabil böyle. Sizler ile birlikte bu yolda keteler. Работе формирования журналистского коллектива «Голоса Крыма» всегда уделялось со стороны руководства большое внимание. Естественно, была и определенная текучесть кадров, но где-то к середине 2000 года коллектив уже был стабильно сформирован. Практически никто не уходил и мало кто приходил. Брали мы... Старался я принимать на работу людей, уже себя проявивших, зарекомендовавших. Это были студенты, которые проявляли, скажем,
хорошие способности, просто сотрудничая с «Голосом Крыма». И, естественно, когда такой молодой человек оканчивал учебу, я его приглашал на постоянную работу уже штатным сотрудником в газету. Сотрудники все испытанные временем, многие проработали 25-26 лет, ну, несколько наших сотрудников, поэтому сказать, что коллектив у нас стабильный, и вообще, если вот так брать, оглядываясь назад, конечно, за многих сотрудников я просто сегодня могу гордиться ими. Я мисал кадрлар мәселесі яшьларны җәлеп etmek için бармы sizde böyle практика? Yani практикаға келеді? Ну, я практиковал, что шел, например, в КИПУ, в группы, конечно, с ведома их преподавателей, этот вопрос решался, и предлагал летнюю практику проходить в «Голосе Крыма». Многие соглашались, они работали, они публиковали материалы, и каждый из них как бы для себя получал подтверждение, хочет он стать журналистом или нет. Кому-то это нравилось, кому-то это, скажем, говорили, это не мое, я даю предпочтение больше педагогической деятельности. Вот моя старшая дочь 7 класса публиковалась на страницах «Голоса Крыма», была действительным членом Крымской малой академии наук, но к завершению школы она мне сказала: «Баба, я не хочу быть журналистом, я хочу быть учителем». Ну, я только поддержал, скажем, такое стремление. И вот сегодня я смотрю, как она завершает свою учебу, ее интересы, оказался совершенно правильный выбор. Да. Надо предоставлять возможности молодым людям, чтобы они себя попробовали. А там уже сама, скажем, практика общественная, она показывает, хотят они или не хотят продолжить свою деятельность в этом направлении. Приходили из КФУ очень много студентов, и не только крымско-татарской национальности. В нашей редакции двери были открыты для всех, и всех я наставлял, что начиная с младших курсов и по окончанию учебы, тем более если ваша жизнь связана с журналистикой, сотрудничайте, не ждите больших гонораров, но вы получите такой колоссальный опыт, и вы будете иметь столько публикаций, что когда вы с дипломом своим придете устраиваться на работу в той или иной СМИ, и вы покажете, скажем, переплет со своими публикациями, вы имеете намного больше шансов устроиться на работу, чем те, которые придут туда только с корочкой своего диплома. Поэтому мы всегда поощряли сотрудничество внештатников, особенно студентов, молодых людей. Во-первых, у них вырабатываются навыки, они воодушевляются, и у них появляется мотивация. Это не только сидеть, скажем, в аудитории и слушать преподавателя, а уже на практике воплощать полученные знания. Векежектен çok yıllık tecrübeniz var şahsen sizin, gazetanızın ve siz aytkanınız gibi bu tecrübeni yaşlarga bildirmek gerek. Ama böyle fikriniz yok edimi? Bir treningler, seminarlar teşkil etip yaşlarını daha ziyade çokça celp etmek. Ya da belki de gazetanızda bir ayrı bölük ya da sayfa açmak. Но мы приветствуем, когда молодые люди приходят и приносят свои публикации. Чтобы проводить какие-то отдельные занятия, ну, мы это не практиковали, но те студенты, которые к нам приходили, мы ежедневно проводили планерки, проводили беседы. На планерках не просто раздавалось задание, а обсуждался каждый материал. После обсуждения всестороннего разными людьми, конечно, у журналиста формировалось такое, скажем, свое отношение к тем или иным событиям, и он уже, имея вот различные точки зрения, позиции, какой-то анализ, ему легче было готовить вот
такого рода материалы. Шахсен сіздің ақыңызда лаф етежек болсақ, вот сізге өміріңіз, хаятыңыз девамында сізге тесір еткен ең çok не oldu? Yani siz, ben bilem tarixle çok uğraştınız. Tarixini bilesiniz böyle terinden. İşte diğer sahalarda da mütehassıssınız. Ну, если сказать о формировании моих личных взглядов, формирование вообще происходило в семье. Я родился в семье педагогов-историков. Мама была заучем школы. Школа была на 1200 учащихся. А отец, учитель истории, он своеобразный тяжеловес, скажем, как учитель в своей школе, потому что это достигалось, и вообще вот такое признание пришло за счет преподавания, знания предмета, умения преподавать эту дисциплину и победы на областных и республиканских олимпиадах его учеников. Один год Люся Прохорова, вот он всегда говорил, что стала чемпионом Узбекистана, заняла первое место. Вот вы представляете, это в республике твой ученик по истории занимает первое место на предметной олимпиаде. И каждый год его ученики, в том числе и я, мы участвовали в республиканских олимпиадах по истории. Поэтому, скажем, личность формировалась сначала в семье. В семье была очень хорошая библиотека, приходилось очень много читать, а так как библиотека формировалась, скажем, в основном на основе исторической литературы, приходилось читать и знакомиться с биографией многих исторических деятелей. Когда я уже начал работать в газете по окончании университета, пришлось работать, сотрудничать, встречаться, брать интервью, дружить, стать соратниками со многими деятелями крымско-татарского национального движения, с людьми науки и образования, с деятелями культуры. Я не хочу никого сейчас называть, чтобы никого не обидеть. Многим я благодарен. Это великие люди, это выдающиеся личности. Скажем так, находя какие-то соприкосновения в решении тех или иных вопросов, проблем, в проведении мероприятий и так далее, мне приходилось с ними сталкиваться, с ними работать и многому учиться. И ну, так вот судьба сложилась, что о многих я знаю, о многих мы написали, о многих надо, может быть, еще писать. И это возможно будет не только на страницах «Голоса Крыма», а когда вот действительно появится время, может быть, это уже будут выходить и книги. Böyle bir fikir var ki aslında bir zanaatni yaxshi qaplab olmak için ve güzel mütexassis profesyonel olmak için insanın o günde bir nastavnik derler, bir hoca, bir örnek olacak bir insan olmak gerek. Siz bunun razısınız mı? Ve şimdi yaşlılarga böyle örnek olacak şahslar. Ну, наставничество – это очень хорошая вещь, ағалық. И у меня тоже были, скажем, наставники. Это не был один человек, это на определенном каком-то отрезке времени мне приходилось тесно вот контактировать, работать, многому учиться у тех или иных личностей. И поэтому вот это воспринимаю очень положительно. И уже сам, когда работая на должности, имеешь возможность покровительствовать, скажем, молодым людям, сотрудникам, я старался максимально использовать вот свое положение и свои возможности, чтобы оказывать всемирную поддержку молодым людям, чтобы они нашли свой путь, свою дорогу уже в большой жизни. И единственное хочу сказать, что доводишь человека до определенного уровня,
как наставник, как учитель, а дальше надо отпускать в самостоятельное плавание. Да, уже сам, потому что уже личность сформировала со своими взглядами, и уже когда излишнее, скажем, опекунство, оно уже может восприниматься как назойливость, уже начинаться может отторжение, поэтому до этого не следует доводить. Довел до определенного уровня, вот чувствуешь, что человек самостоятельный, все, дальше двигайся, ищи свой путь и созидай в жизни. Yayınımızın sonunda sonki sual, siz tarixlə böyle pek terin bağlı ediniz de, şu tarixini böyle gözden geçirseniz, hangi bir şahsla görüşmek isterdiniz, laf etmek isterdiniz ve belki de sual vermek isterdiniz? Я бы, если бы у меня такой был бы выбор, вот с кем из исторических личностей увидеться, я бы не стал бы забегать, скажем, в Средневековье, а взял бы новое, новейшее время. Поэтому, конечно, хотелось бы и с Исмаилом Гаспринским встретиться, и с Нуманом Челебиджиханом, и Решидом Медиевым, и многими другими деятелями уже советского периода, периода Крымской ССР. И, конечно, в первую очередь бы пожелал бы с ними обсудить их достижения, и нация движется в своем развитии, она должна созидать, она должна развиваться, этому альтернативы нет. У нации стоит очень много задач, это и демографическая задача, это и получение образования полноценного, чтобы это можно было делать ускоренными темпами, нужны знания, а знания можно почерпнуть из письменных источников, из книг и, конечно, из газет. Bu cümleden. Да. Çok sağ olunuz Eldar Bey, sizge, gazetanızga, bütün çalışkan hadimlerinizge büyük muvaffaqiyetler tileymiz. İşte meraklı makalelerle, publikatsiyalar ile bizni quvandırınız, okusunlar insanlar. Gelgeniniz için teşekkürler bildireyim. Çok sağ olunuz. Sayılı dostlar, bugün bizim sübetişimiz Голос Крыманью adını taşıyan gazetanın baş muharriri Eldar Seyitbekirov edi ve biz aytamız ki ileride de biz böyle yayınlarının циклını, bölümünü açacağımız ve bizim milli neşirlerimiz ile periodik matbuat vasıtaları ile sübetlerimizi devam edeceğimiz. Millet ve Zaman yayını sonuna geldi. Sağlıklı kalınız.